сходу начали это. Вы вообще кто? Меня зовут Ренат Кабрай. Так. Я блогер канала LifeKZ. Так, а у вас есть право меня отвлекать сейчас от основного? Мы постучались к вам и представились. Вы не представились. Я сейчас представился перед вами. Это вы сейчас, когда я вас остановила и решила у вас спросить. А вы вообще не имеете права меня снимать. Почему? Потому что Вы же находитесь при исполнении. Я нахожусь при исполнении, да. но если вы выложите без моего согласия ваши... Я выложу. Вы выложите, Конечно. и мы будем судиться. Хорошо, судитесь, но вы находитесь не при имеете исполнении права. своих Ну и обязанностей. Я не к вам домой ворвался. Нет, вы поймите меня Это правильно. не ваш дом, это ваш дом? Вы почему так себя Нет, но это же не ваш дом, это кабинет государственного учреждения. Вы даже элементарно не умеете себя вести. Почему я Не элементарно умеете не могу? вести диалог. Там на табличке что написано при входе в это здание? Коммунальное государственное предприятие при Акимате. Ну и что? При Акимате Павлодарской Вы области. сейчас для чего пришли? Мы пришли во-первых, получить ответы на свои вы вопросы. привели, вы мне скажите. Я пришла за своими деньгами. Ну идите в бухгалтерию, я при чем? Я занимаюсь лечебной работой. Акшин Максумовна, вы мне в октябре месяце обещали выплатить... Я вам лично ничего не В обещала. актовом зале. Я вам ничего В лично, актовом я зале вы не сказали, финансист. выплаты пойдут. Вы Я мне не обещали. финансист. Пройдите в бухгалтерию и разбирайтесь там. Я не занимаюсь деньгами, вы поймите меня. Что случилось? Зачем вы меня до криза доводите своими деньгами? Что случилось? Меня зовут Ренат, LifeKZ канал. Так, Вы кто? Я руководитель больницы. Ренат Кабрай. Нет, не прекратим. Хорошо. Охрана, пусть вы Хорошо. что вы хотели? Мы хотим получить. Хорошо. Вы или охрану позовите, или пройдем с вами. Хорошо, вот пройдем с вами к вам. Давайте пройдем. А то человек не может определиться, чего он хочет. Так, он все-таки решил нас провести в свой кабинет и вызвать охрану. Какой дуализм. Слушай, присаживайтесь, пожалуйста. Только просьба с учетом социального дистанцирования. Да, мы будем вот так стоять, наверное. Нет, а вы, Рассадите. пожалуйста, можете присаживаться. Что, какие вопросы вас интересуют? Что случилось? Но вы же знаете этого человека? Нет, я не знаком. Как это не знакомы вы с ним? Вы кто у нас? Я работаю ваши подчиненные Екибастузской городской больницы. Сапар. Рентген-отделение, рентген-лаборант. Вы... Фамилия? Моя фамилия Исимова Иман Калимжан. Здесь у меня сейчас вот Снимай. блогеры приехали по поводу обращения такого. Ну, вы же знаете, кто это. Она Я сейчас представилась. вот представилась, да, слушалась. Ну, Я перезвоню, хорошо? главный врач больницы говорит, что он вас не знает. Срочно? Почему не Производство знает? вопрос. С прошлого года, с октября месяца, он меня знает хорошо. Я прошла 2 суда. На свои деньги создала. Да, 2 он крайне суда. тяжелый. Пожалуйста, минуточку, производственный вопрос. Он крайне тяжелый. Вот это снимать не надо. Нет, ну вы же сами разговариваете, ну отойдите в сторонку, тогда вы сами нас пригласили в кабинет. Выйдите, я сейчас А зачем вы пойду. нас пригласили в кабинет? Чтобы теперь Я выгоняете сейчас нас из произвожу кабинета. вопрос. Гостеприимство вот такой вот. Завел в кабинет и выгоняет из кабинета. Ну хорошо. В принципе, понятно. Мы пришли в этот кабинет для того, чтобы выслушать точку зрения главного врача, чтобы потом не получилось так, что его мнение не было учтено, правильно? Мы даем ему право сейчас ответить на наши вопросы, как бы. Это называется возможность всем сторонам высказать свое мнение. Все. Пригласите, пожалуйста, сюда Подзорову и Сейчас перезвоню. старшего рентген-лаборанта. Вы же он Есимов, он работает у нас. Да, я работаю у вас. Ага. Хорошо, теперь давайте я вас послушаю. Дорогие друзья, мы находимся рядом с администрацией центральной больницы города Экибастуз. Вот, работнику этого медицинского учреждения не выплатили назначенные президентом надбавки за работу в особо опасных условиях при пандемии ковида. Сейчас мы попытаемся попасть к главному врачу, который вот находится в этом здании, и узнать его мнение. Где деньги, правильно? Где те деньги, которые были вам положены за вашу работу? Давайте сразу пройдем. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Экибастузская городская больница управления здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Все, заходим вовнутрь. Проходите. Проходи. Наверх можно? Сейчас давайте. Федерация. Можно работать. 6. Да, Как все хорошо, да, Рина? Без проблем. Но мы не можем не узнать мнение главного врача. Мы предоставим сейчас ему право высказать свою точку зрения. Администрация. Так, здесь немного темно. Включим свет. Вот, приемная. Саламатство. Нет, а что здесь? Да, снимай. Нет. Главный врач находится у себя в кабинете. Нет, не у себя, он на это настройку пошел. Куда? На стройку ушел. Что за стройка? Ну, у нас там стройка идет. А то я подумал, у вас не главный врач, а главный строитель города Нет, Экибастуз. главный врач, он ушел на стройку. Далеко это находится? отсюда? Нет, вот сзади здания. А, ну мы пойдем туда, пройдем. Ну, давайте. Ну, давайте к заместителю пройдем. А то сейчас непонятно, где его, скажем так, искать. Саламатство, вашему разуму. Да. Разрешите войти? Пожалуйста, я сейчас свои таблетки. А что случилось? Ну, вы, наверное, знаете ситуацию с вашим сотрудником, да? С каким? Ну вот, перед вами стоит сотрудник. Я его не узнала. Вы не узнали вашего сотрудника? Вы часто же на самом деле пересекаетесь? Ну, не часто, вот с момента, с прошлого года, да, собираемся в актовом зале. А так я даже не знала, где администрация находится. Пока не заступила по приказу Андосова Мухаммеда Кайратаглымовича в инфекционный стационар, реанимационный стационар в борьбе с коронавирусом. Ну, получается, вы уже на протяжении 10 месяцев судитесь, Да. судились, прошли 2 инстанции, городской суд и областной Да. суд Павлодарской области. Подождите, можно я это? Вы, во-первых, вы это сходу начали это. Вы вообще кто? Меня зовут Ринат Кубрай. Так, Я блогер канала LifeKZ. так, а у вас есть право меня отвлекать сейчас от основного? Мы постучались к вам и представились. Вы не представились. Я Вы сейчас сходу- представился перед вами. Это вы сейчас, когда я вас остановила и решила у вас спросить. А вы вообще не имеете права меня Почему? снимать. Потому что Вы же находитесь есть при исполнении я своих- нахожусь при исполнении, Да. но если вы выложите без моего согласия ваши... выложу. Вы выложите, Конечно. и мы будем судиться. Хорошо судитесь, но вы Вы находитесь не при имеете исполнении права. своих Ну и обязанностей. Я не к вам домой ворвался. Нет, вы поймите меня Это не правильно. ваш дом, это ваш дом? Вы почему так себя Нет, но это же не ваш дом, это Вы даже- кабинет вы даже- государственного учреждения. Вы даже элементарно не умеете себя вести. Почему я Не элементарно умеете не могу? вести диалог. Там на табличке что написано при входе в это здание? Коммунальное государственное предприятие при Акимате. Ну и что? При Акимате Павлодарской Вы области. сейчас для чего пришли? Мы пришли во-первых, получить ответы вы на для свои чего вопросы. Привели, вы мне скажите. Я пришла за своими деньгами. Ну, Мне идите в никто не бухгалтерию, я при чем? Я Нет. занимаюсь лечебной работой. Акшим Аксумовна, вы мне в октябре месяце обещали выплатить Я вам вам лично ничего не в актовом обещала. зале. Я вам ничего В лично, актовом я зале вы не сказали, финансист. выплаты пойдут. Вы Я мне не обещали. финансист. Пройдите в бухгалтерию и разбирайтесь там. Я не занимаюсь деньгами, вы поймите меня. Что случилось? Зачем вы меня до криза доводите своими деньгами? Что случилось? Меня зовут Ренат, LifeKZ канал. Так, Вы слушай. кто? Я руководитель больницы. Ренат Кубрай. Нет, не прекратим. Хорошо. Охрана, пусть вы. Слушай, что вы хотели? Мы хотим получить. Хорошо, а вы или охрану позовите, или пройдем с вами. Хорошо, вот пройдем с вами к вам. Давайте пройдем. А то человек не может определиться, чего он хочет. Так, он все-таки решил нас провести в свой кабинет и вызвать охрану. Какой дуализм.
Слушай вас, присаживайтесь, пожалуйста. Только просьба с учетом социального дистанцирования. Да, мы будем вот так стоять. Нет, а вы, Здравствуйте. пожалуйста, можете присаживаться. Что, какие вопросы вас интересуют? Что случилось? Но вы же знаете этого человека? Нет, я не знаком. Как это незнакомый вы с ним? Вы кто у нас? Я работаю ваши подчиненные Екибастузской городской больницы. Сапар. Рентген Вот сейчас, отделение, сейчас рентген мне- лаборант. Вы... Фамилия? Моя фамилия Исимова Иман Калимжан. Здесь у меня сейчас вот блогеры приехали по поводу обращения такого. Ну, вы же знаете, кто это. Она Я сейчас вот представилась. представилась, да, слушался. Ну, Я перезвоню, хорошо? главный врач больницы говорит, что он вас не знает. Срочно? Почему не Производство знает? вопрос. С прошлого года, с октября месяца, он меня знает хорошо. Я прошла 2 суда. За свои деньги создала Да, 2 он крайне суда. тяжелый. Пожалуйста, минуточку, производственный вопрос. Он крайне тяжелый. Вот это снимать не надо. Нет, ну вы же сами разговариваете, ну отойдите в сторонку, тогда вы сами нас пригласили в кабинет. Выйдите, я А сейчас зачем вы нас пригласили в кабинет? Чтобы теперь вы Я гоняете сейчас нас из произвожу кабинета. вопрос. Гостеприимство вот такой вот. Завел в кабинет и выгоняет из кабинета. Ну хорошо. В принципе, понятно. Мы пришли в этот кабинет для того, чтобы выслушать точку зрения главного врача, чтобы потом не получилось так, что его мнение не было учтено, правильно? Мы даем ему право сейчас ответить на наши вопросы, как бы. Это называется возможность всем сторонам высказать свое мнение. Все. Пригласите, пожалуйста, сюда Подзору и Сейчас перезвоню. старшего рентгена-лаборанта. Вы же Есимова работает у нас? Да, я работаю у вас. Ага. Хорошо, теперь давайте я вас послушаю. Так, а можно войти или нет? Нет, вы же нас выгнали только что. Я попросил нас выйти в связи с тем, что очень сложная ситуация по пациенту, поэтому, пожалуйста, интерпретируйте это нормально. Слушаю вас. Я по поводу работы, по вашему приказу, я с 15 мая прошлого года, 2020 года, по 4 июня была по вашему приказу отправлена для работы в КВ, стационар, в реанимационный стационар. Садитесь, молодые, садитесь. Нет, ну я постою, можно? С положительными Я могу ковидными постоять. пациентами, где я работала на стационарном аппарате, заезжала в палату к пациентам, каждому пациенту, которые лежали под аппаратом. Вы мне не оплатили надбавку, положенную президентом Республики Казахстан Токаевым, а также Министерством здравоохранения. Так как я отношусь вообще к среднему медицинскому персоналу, но вы посчитали мне не оплачивать, так как я рентген-лаборант. Рентген-лаборант у нас корочки нет. Все сертификаты мы проходим в комитете контроля качества города Павлодара в департамент. Я вообще медицинская сестра. Я не рентген-лаборант. Такого статуса нет. С 2014 года статус рентген-лаборанта снят. Мы также сертифицируемся как медицинские сестры. Я отношусь как средний медицинский персонал к очень высокому риску заражения, так как я была 21 день, жила на строжайшей изоляции, работала днем и ночью с пациентами. И там же я была заражена вирусной пневмонией, собрала все документы. Вы мне тоже по непонятным причинам почему-то не отправили мои документы в управление здравоохранения. Непонятно. Вот я пришла за своими деньгами. Верните мои деньги, которые мне положены. Вы присвоили мои деньги. Я это дело так не оставила. Справедливый вопрос. Человек, который работает во благо здоровья нашей Молодой человек, нации. давайте без комментариев. Почему я? Значит, пригласите, пожалуйста, начальника руководителя службы управления пожалуйста. персонала, Возьмите главную медсестру и моих заместителей, а также главного бухгалтера. Аза, сними вот грамота от Акима Экибастуза. Вот мне интересно, Мухаммед Тагнумович, скажите, вот к этой грамоте что-то представлялось помимо просто грамоты? Давайте сделаем так. Была денежная премия? Давайте Мне сделаем так. интересно, я кроме грамоты ничего не Мы с хочу. вами давайте сделаем так. Сейчас очень напряженное время. Да, вы знаете, что город Экибастуз находится в красной зоне. Сейчас Весь Казахстан находится. Нет, особенно наш, потому что у нас, к сожалению, произошел резкий рост. Везде происходит. Поэтому давайте мы с вами встретимся в нерабочее время. У меня сейчас очень много производственных вопросов, связанных с жизнеобеспечением пациентов. Нет, Мы с вами встретимся в нерабочем встретимся у нас. Нет, просто мы сейчас уезжаем. Это важно. Что ж, Нет, мы уезжаем я в надеюсь, область. вы приехали искать справедливость. Нет, но мы не Вы можем. приехали искать справедливость. Ну да, искать Минуточку, справедливости. минуточку.
минуточку. Мы вам все расскажем. Да? Мы вам предъявим все документы, связанные с работой госпожи Есимовой. Да? Решение суда. Госпожа Есимова неоднократно обращалась в судебные инстанции. К сожалению, да, суд не поддержал требования, да, признал их неправомерными. Неправильно. Есть Я решение. вам принесла решение здесь. Хорошо, хорошо. Мы это вечером предъявим. Давайте не рабочее время. Хорошо. Не рабочее У вас время, 10 вечером месяцев мы было. Вы меня после... Я была Я 20... еще раз говорю. Мы сейчас Давайте, направляем вы можете, письма. пожалуйста, вы можете, это ваше право. Я вам предлагаю встретиться в нерабочее время, в присутствии юристов, где мы озвучим все вопросы. Нет, мы в Акимат едем. Мы пригласим коллектив, который давал показания в суде. Да? И многие вещи совершенно в другом, не то что, совершенно в другом. Телевизия, ваш В другом. юрист, вот такой поддельный покажи. документ дали, пожалуйста. В другом виде. Где нету ни подписи, Значит, мы ни решили. печати. Уважаемая Пожалуйста. Захамаровна, Пожалуйста. видите все, пожалуйста, Вот видеосъемку. есть потому что перелет, это пожалуйста. уже Вы можете, пришло да, заранее. снимайте, конечно. Видеосъемку произведите, Снимайте, пожалуйста. снимайте, Я вам снимайте. предлагаю встретиться в нерабочее время. Мы отказываемся. Да. Значит, я сейчас не могу, к сожалению, уделить вам время, потому что очень много... Ну хорошо, мы поняли вашу точку зрения. Есть решение суда, есть письма, обращения госпожи Есимовой, в том числе и главе государства, есть официальные ответы Министерства Скажите, здравоохранения. пожалуйста, вы почему двум лаборантам оплатили, у которых вот больничные листы не совпадают с кодом? Пожалуйста, вот я вам все оставлю сейчас. Вот, Да, больничные значит, листы не эти совпадают с все кодом. вещи Во-первых, Абдрахманова, ее даже в приказе нету, который вы издавали приказ, она не работала в КВИ стационаре. Вот этот приказ, пожалуйста. Давайте Вы мы ей сделаем оплатили так. деньги. Уважаемые молодые, Почему? Я также работала, со кровью и потом заработала. Отдайте мои деньги. Давайте сделаем так. Давайте Вы присвоили мои деньги. передадим эти за оскорбление, Захамаровна, за оскорбление, да, за недоказанные факты. Я сейчас... Вы на меня и так давление оказываете. Вы сказали, Да? что меня переведете в такое место, где вы будете никакой ответственности нести. Сабурхану Васкар Жакеновичу, которому на данный момент почти 70 лет, вы сказали, составляйте акт на Есимову, создадим комиссию внебольничную. Слушайте, 27 числа, когда я от Курманова из Ады... Человеческое понимание и нормальное человеческое взаимоотношение. 27 числа я приехала Я от прошу вас Курманова из Ады, рабочее время. Амангельдиевна, и на меня оказали такое давление при всей администрации. Значит, я еще раз говорю, значит, пожалуйста, если сейчас хоть одна информация будет предоставлена недостоверно в эфире, я буду имя оставлять за свое право. Давайте. Хорошо. Жду вашего Так, удачи ища. вам, удачи. Удачи. Кстати, забыл спросить, вы привиты? Нет, конечно. Прививать ситуацию очень сложно. Да, хорошо, спасибо за Мы ваше желаем вам время. здоровья, благополучия. Рахмет. Хорошо? Рахмет Бургебов. Вам давайте после работы встретимся в присутствии коллектива, ладно? Ну, я сейчас благодарю. Пожалуйста, пожалуйста. Да, мы едем в Акимат, и, как бы, управление здравоохранения вашего непосредственно части узнавать информацию. Все салон. Мы выслушали вашу точку зрения, как бы предоставили вам возможность. Вы не выслушали. Вы отказались же. Вы не Мы не выслушали. можем с вами в нерабочее Всё, время спасибо, встретиться. Спасибо за то, что за гостеприимство. Теперь мы знаем, как вы в Эгипастузе гостеприимство. У главного врача. Очень жаль. Куда делся? Она туда ушла? Так она там где-то внизу. Не, да? Видите? Так, это вы как прокомментируете то, что сейчас услышали от главного врача? Ну, как бы, знаете, одно и то же говорится, сами себе напридумывали. У меня есть все документы, он ознакомлен, мой непосредственно руководитель Андосов Мухаммед, он ознакомлен с этими документами. Все слова он сейчас, конечно, он не говорит, что я говорил так. Видите, он отказывается. Он говорит, что вас даже не знает, Да, представляете, он какой даже не кошмар. знает. Он сказал, не узнал. Хотя вы неоднократно в суде уже встречались, да? А, нет, в суде я с ним не встречалась, в суде я встречалась именно от администрации, была Переверзева, юрист больницы здесь. Ну, Она была... Я хочу просто отметить, это мое оценочное суждение, что главный врач, фамилия, Андосов Мухаммед Каир Таглинович. вот, вел себя как-то странно, можно сказать, даже нервно. Ну, я понимаю, что не каждый день сталкивается с видеосъемкой, что к нему приходят представители гражданского общества, там, журналисты, блогеры, свободные СМИ, но, однако, он работает в государственном учреждении, он как бы должен быть стрессоустойчив. Это уже открытое общество. Мы строим слышащее государство в нашей стране, в котором каждый человек, который работает на государственной службе, должен как бы вести себя соответствующе. Зачем вести себя так, угрожать судом и так далее? Хорошо, если он хочет подать в суд, пусть подает в суд, но у нас тоже есть все доказательства.
Я еще хотела сказать, что это госбюджетные деньги, это выделяются с регионального, Не с с кармана, да? республиканского, да. Это выделены президентом Токаевым эти деньги, и поэтому мои деньги пусть мне вернут. Я работала чисто кровно, заслужила эти деньги. И ни копейки не получила до сих пор 10 месяцев. Ну, вы молодец, что вы, наверное, одна из, как сказать, первых сотрудников медицинского учреждения, который решил в нашей стране так высказаться открыто о том, что происходит именно с деньгами, которые выделило наше правительство, наш народ на поддержку сотрудников здравоохранения. Я полностью, мы уважаем наших врачей, Я мы уважаем считаю, наших что- медицинских работников. Деньги должны в полном объеме достаться им. Я считаю, что главный врач Экибастузской городской больницы не работает, а зарабатывает. Вот это я хочу сказать. И деньги, которые выделены им, не по назначению идут. Ну, на эмоциях, конечно, говорите. В любом случае, факт заключается в том, что вам не выплатили деньги, которые были положены нашим народом. Это деньги нашего народа, деньги из бюджета Республики Казахстан. Я хочу, чтобы наши медицинские работники, если они будут получать достойное вознаграждение за свой труд, и они будут, логично предположить, что они будут и достойно выполнять свою работу. Так, направляемся в акимат, это в следующей части нашего видео.